В Таджикистане идет расправа над своими. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация уже начинает пугать и очень сильно. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. В Душанбе начался судебный процесс над Маматсултоном Мавланазаровым или Мухаммади Султоном, экс-сотрудников органов госбезопасности Таджикистана. Судья суда района Сино города Душанбе 7 сентября в начале процесса сообщил, что Маматсултон Мавланазаров обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя с использованием средств массовой информации или сети интернет, часть 2, статья 307. Оскорбление представителя власти в средствах массовой информации или сети интернет, часть 2, статья 330 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Близкие Маматсултона Мавланазарова сообщили, что на встрече с ними неделю назад он отверг обвинение и заявил, что считает себя невиновным. Как вы относитесь к той ситуации, что у нас в стране наказывают за свободу слова и свободу мышления? То, что в других странах, во многих странах действительно демократических, которые называют себя и Таджикистан, происходит такое. Ведь демократия предусматривает то, что человек может свободно высказывать свое мнение и свое недовольство, где бы он этого не захотел. Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А представители столичного суда Сино заявили родным обвиняемого, что суд над Мухаммади Султоном будет открытым, однако представителям СМИ не разрешили присутствовать в суде. Маматсултона Мавланазарова задержана рано утром 16 июня в его квартире в Душанбе, прямо в постели. Ему не дали одеть обувь, и его боссова насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сказал тогда один из близких экс-чекиста, один из близких Маматсултона Мавланазарова, что на прошлой неделе встретился с ним в СИЗО, сказал: «Маматсултон на здоровье не жалуется. Он сказал, что считает себя невиновным. Все, что написал в Фейсбуке, правда, и любой человек это может проверить. Он отвергает обвинения в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и говорит, что никого из представителей власти не оскорблял», сказал собеседник, который предпочел остаться неназванным. 72-летний Маматсултон Мавланазаров в 70-е годы был сотрудником молодежной газеты «Комсомолец Таджикистан», комсомолец Таджикистана. Потом, как сам он написал в Фейсбуке, перешел на службу в КГБ Таджикистана, где проработал четверть века. Мавланазаров в последние годы нередко публиковал посты в Фейсбуке, в которых, в частности, критиковал руководство ГКНБ Таджикистана. Власти Таджикистана до сих пор не реагировали на публикации Мавланазарова. Пока неизвестно, за что задержан бывший чекист: за критику руководителей спецслужб Таджикистана или за публикацию о событиях в ГБАО или о какой-либо другой причине. А как вы думаете, почему это происходит и почему в последнее время так активизировали охоту на людей, которые высказывают свое личное мнение? Да, это было и раньше, но не в таких огромных масштабах. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.